Колпак и Элечек – культурное наследие кыргызского народа. Кыргызский народ создал бесконечно богатое наследие кочевой культуры. На протяжении столетий сохранил свои головные уборы. Величие народа с тысячелетней историей. Колпак – разновидность мужского головного убора. Первые упоминания о нем можно встретить в источниках тысячелетней давности. Саки-Тиграхауды, одно из племен, населявших территорию Средней Азии, получили свое название по головному убору, который носили мужчины. Тиграхауды в переводе «люди в высоких колпаках». По способу изготовления колпак делится на цельный, двухклинный, четырехклинный, в основном белого цвета. В древности колпак валяли в цельном виде из овечьей шерсти. Издавна для колпака использовали грубоватую шерсть натурального белого или светло-коричневого цветов. Затем стали изготавливать из тонкорунной шерсти. Позже стали кроить колпак в виде двух клиньев из прочно сваленного войлока. Это был высокий, с широкими полями головной убор, без узора и подклада. Части соединялись одинарным швом. Древние колпаки были без кисточки на макушке. Форма колпака постепенно менялась. Его стали украшать орнаментом. До второй половины XIX века колпак был коротким, состоял из двух частей. В местах соединения клинья соединяли со скрученной тонкой нитью, сделанной из конской гривы или мягкой шерсти. Ею также обрабатывали поля. А на макушку пришивалась кисть на тонкой нити. Для удобного ношения колпак имел разрезы с двух сторон. Начиная со второй половины XIX века колпак стали кроить в виде 4 клиньев с подкладом. Поля отделывали тканью шириной 7-12 см. Колпак стал более коротким, на нем появился орнамент. Способ изготовления этого вида головного убора менялся в соответствии с требованием времени. Колпак женщины шили для супруга, сына, внука собственноручно или специально заказывали мастерицам. Колпак носили зимой и летом, все, от мала до велика. Его различали по отделке и орнаменту в зависимости от возраста мужчины. Кроме того, по форме колпака можно было определить социальный статус человека. Колпак носили не только в дань традициям, но и потому, что это очень теплый, легкий и удобный головной убор из натуральной шерсти. Элечек. Головной убор замужней женщины. Происхождение элечека предположительно восходит к эпохе Кушан, первых-третьих веков нашей эры. Элечек состоит из длинной белой ткани оромол, наматываемой вокруг головы женщины, шапки под оромол, ткани вдоль спины аркалык, поверх заплетенных волос женщины, подбородника и косынки для укрытия шеи. В настоящее время элечек представляет собой музейный экспонат, как элемент древней традиции одежды кыргызов. Другие названия элечека – келек и илеки. Элечек носили во всех регионах современного Кыргызстана. Каждый из них имел свои особенности по форме и способу обматывания. Впервые элечек женщина надевала после замужества и носила его в повседневной жизни. По виду элечека, по его украшениям, можно было определить возраст женщины и ее принадлежность к какому-либо роду. Мастерство наматывания элечека передавалось от матери дочери, от зрелых мастериц – молодым. В условиях кочевой жизни ткань элечека могла быть использована в разных целях. Перед наматыванием элечека женщина-северянка сначала надевала шапочку, прикрепляла аркалык и затем надевала подбородник. Оромол наматывают слева направо. Каждый слой ткани должен ложиться ровно и красиво. В конце остается широкая складка, которая укладывается на левой стороне намотанного элечека. Пояс, кыргак, поверх элечека может быть сделан из красной или белой ткани и украшен драгоценными камнями – серебром, жемчугом, кораллом.
Колпак и элечек являются основными элементами традиционной одежды, которые отличают кыргызов от других народов. Под воздействием советской эпохи середины 20 века кыргызы постепенно перешли к ношению европейской одежды, и на место национальных головных уборов пришли современные головные уборы. Большинство элементов традиционной одежды не сохранились до сегодняшних дней. Их носят лишь некоторые наши соотечественники, а современные театрализованные виды национальной одежды в основном носят артисты и небольшое количество людей по случаю праздников и семейных торжеств. Колпак – национальный символ кыргызов. Ежегодно 5 марта в республике отмечается День белого колпака. Несмотря на то, что колпак носят в повседневной жизни, он потерял свою исконную значимость. А элечек совершенно вышел из употребления. Последние традиционные виды элечека носили в 80-х годах прошлого века. Он потерял свое место в нашей культуре. Лишь частично сохранились традиционные способы его изготовления, и зачастую для элечека используются некачественные ткани. Вместе с тем, сегодня, несмотря на различные трудности, много организаций, исследователей, студентов делают огромную работу, проводят исследования, организовывают выставки, фестивали, семинары с привлечением большого количества людей. Все это делается для сохранения культурного наследия кыргызов, частью которого являются колпак и элечек. Эпоха кочевья, уходящая у нас на глазах в прошлое, уводит вместе с собой безвозвратно уникальное наследие наших предков. Без серьезных совместных усилий в сохранении этого наследия мы можем просто потерять время. Мы должны сберечь колпак и элечек, наследие наших предков для нынешнего и для грядущих поколений.